Казань лишилась еще одного исторического памятника. Так утверждают активисты-краеведы. Усадьбу купца Михаила Оконишникова, основателя деревни Крутушка, разобрали буквально по кирпичам. Строению почти 100 лет, и стоит оно на территории санатория Крутушка. Краеведы предоставили руководству профилактория доказательства ценности здания. Однако там уверены, усадьба – это совковый новодел 60-х годов, который годится только под снос. А был ли памятник, выясняла Юлия Шабанова. На месте усадьбы купца-миллионера и мучного магната сегодня уже руины. В течение 3 лет краеведы и историки пытались договориться с дирекцией санатория о сохранении уникального особняка. Внешний вид этого здания в приближенном виде купец Оконишников. На чудом сохранившихся фотокарточках сам основатель деревни Крутушка на фоне своей усадьбы начала 20 века. История гласит, правый крутой берег Казанки он облюбовал во время речной прогулки на лодке. Усадьба сейчас – это территория санатория. И сегодня такой вид дорогого стоит. Они снесли последнее, что осталось от этого купца. И у меня просто край возмущения. Это вандальный акт. И на сегодня я просто хочу сказать, что молодежь куражится над историей. Такого быть не должно. Надо просто выразить мнение всей общественности. В таком виде, без крыши и окон, дом стоял много лет. Фундамент почти 6 метров в глубину. В этих подвалах были винные погреба Оконишникова. Сегодня 100-летний фундамент грубо выброшен в лес. Купец-миллионер все строил на века. На этом месте находилась смотровая площадка. И даже спустя время кирпичная кладка, ее основание даже не покосилось. Впрочем, здесь все дышит историей. Например, вот этим елям тоже почти 100 лет. От самой усадьбы сегодня остался лишь вот этот фонтан. Но о былом великолепии здесь уже ничего не напоминает. Хотя еще в 50-х годах отдыхающие около него фотографировались. С фонтана открывался совершенно замечательный вид на саму загородную усадьбу. Дирекция санатория, в свою очередь, утверждает, это вовсе не усадьба, это новодел 60-х годов. И вообще роковую роль в судьбе имения сыграла не чья-то корысть, а крутой берег и сильное течение. Решение надо было принимать в пользу отдыхающих. Восстановить это здание, хоть бы даже и вложить в него огромные средства, не было смысла, потому что все равно эксплуатировать здание, которое находится так близко на высоком обрывистом берегу Казанки, просто невозможно. Нам никакой Ростехнадзор этого просто не позволит. Это здание не является ни памятником, ни выявленным объектом, ни обладающим признаками объекта культурного наследия. В Крутушке память об Оконишникове все же сохранят. На месте руин сделают аллею и поставят бюст. Юлия Шабанова, Игорь Бызов, телеканал «Эфир».